Якутия в мире. Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях Владимир Николаевич Васильев, первый заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. Добрый день, Владимир Николаевич. Добрый день. Спасибо, что нашли время подойти. Мы бы хотели с вами поговорить о дипломатии и народной дипломатии. 10 февраля в России празднуется День дипломатического работника. И в то же время 14 февраля у нас в Доме дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского пройдет День народной дипломатии. Хотелось бы узнать отличия, чем дипломатия отличается от народной дипломатии. И, может, более подробно расскажите нашим радиослушателям. Ну да, вот 10 февраля, как вы сказали, в Российской Федерации отмечается День дипломатического работника. Но это официальный праздник и касается, так скажем, сотрудников Министерства иностранных дел Российской Федерации и официальных представительств России в других странах. Это люди, которые имеют официальный статус дипломатического ранга и помогают осуществлять внешнюю политику страны в международном пространстве. Во многих регионах имеются уполномоченные органы исполнительной власти, которые помогают Министерству иностранных дел в ведении внешней политики на региональном уровне. И, кроме того, Министерство иностранных дел открыл ряд представительств также в российских регионах. Наша республика одна из первых, где было открыто представительство МИДа в городе Якутске со штатом, по-моему, 5 человек. Вот они являются официально дипломатическими работниками. А Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия, хотя также участвует в реализации государственной внешней политики Российской Федерации, мы официально не являемся дипломатическими работниками, хотя многие сотрудники у нас заканчивали дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации или Московский государственный институт международных отношений. И при условии, если поступят на работу в системе Министерства иностранных дел, они также получат дипломатический ранг и будут являться дипломатическими работниками Российской Федерации. Но тем не менее, мы все сотрудники Министерства по внешним связям и делам народов считаем себя все-таки причастными к дипломатической работе, потому что ведем очень большое количество переговоров представителей зарубежных стран, не только компаний, но и дипломатических миссий. Как известно, нашу республику посещают и послы стран, и генеральные консулы, прибывают представители правительств иностранных государств, и с ними мы ведем постоянную тесную работу. Поэтому с полным правом нас также можно отнести к дипломатическим работникам. Что касается народной дипломатии. Да, что же такое народная дипломатия? Это понятие очень широкое и практически касается каждого жителя планеты, даже можно сказать, в том числе каждого жителя нашей республики. Ну, конечно, в узком понимании мы под народными дипломатами понимаем тех людей, которые ведут активную общественную работу по установлению связей с представителями разных стран, проводят различные мероприятия на территории зарубежных стран на общественных началах, вот по своей инициативе или при определенной поддержке правительства республики, фондов Российской Федерации, таких как Россотрудничество, фонд президентских грантов, и помогают социально-экономическому развитию республики на своем уровне. В принципе, это люди, которые выполняют эту работу на полном энтузиазме. И таких в настоящее время становится достаточно много. И формы народной дипломатии самые разнообразные. Да, можете привести, пожалуйста, пример? Самый простой пример – это установление рекордов Гиннесса у нас. Мы же любим рекорды устанавливать. Самый большой осоха в мире, круговой танец, а самое большое количество людей, одновременно играющих на хомусе, даже самый большой кусок замороженного молока. Да? Они также могут являться признаками народной дипломатии, потому что эти события широко освещаются в средствах массовой информации, и они создают определенный фон, общественное мнение на международном уровне. Даже отправка серебряного Оскара Леонардо Ди Каприо, они вызывают очень большой резонанс. Но это, конечно, такие, можно сказать, спонтанные проявления. Но есть плановая работа некоммерческих организаций, которые планируют и проводят хорошую работу в зарубежных странах.
Мы, когда говорим об этом, то имеем в виду, например, общественные организации наших соотечественников, зарегистрированные в зарубежных странах. Это, например, общественная организация «Чурон» в городе Риге, в Латвии, и общественная организация «Илин Долгун» в Китае, Саха-диаспора в Канаде, есть в Киргизской республике наша диаспора. И они также проводят собственные мероприятия или участвуют в массовых мероприятиях, проводимых в этих странах. То есть, участвуя в них, они как бы пропагандируют культуру, традиции наших народов Республики Саха-Якутия и показывают миру, чем живет и чем озабочена, какие проблемы есть в нашей республике и как можно этому помочь. Вот примерно так. То есть сейчас, в 21 веке, народным дипломатом может быть каждый, и даже те люди, которые, допустим, ведут свои микроблоги в социальных сетях, рассказывают, как они живут в Якутии, да, либо продвигают культуру. Я правильно вас поняла? Да, конечно. Социальные сети у нас сейчас очень широко распространены. Наша республика впереди планеты всей, как говорится в этом плане. Все эксперты говорят в один голос, что, например, мы практически 100% используем WhatsApp, очень активны в Инстаграме, Фейсбуке. И, конечно, все, что мы пишем в этих социальных сетях, распространяется очень широко. Люди самых разных национальностей из разных стран читают эти посты и создают для себя то или иное впечатление о Республике Саха-Якутия. Поэтому, когда пишете посты, то желательно, чтобы они были позитивны, привлекательны. Когда мы очень так широко обсуждаем негативные проявления нашей жизни, которые могут быть абсолютно в любой стране, то это тоже создает такое общественное мнение в мировом пространстве. И очень надо как-то осторожно относиться к тем словам, которые вы пишете в своих постах, да? Ну, то есть всегда нужно помнить, что мы не просто граждане, да, Российской Федерации, жители Республики Саха-Якутия, но также являемся проводниками культуры, истории и так далее. Да. То, что рассказывает о республике, да, об ее имидже. Да, потому что сейчас информационные технологии развиваются очень быстро, стремительно. Мы даже не представляем себе этот масштаб, как говорится. И, видимо, когда иногда пишем достаточно критично по отношению к своим оппонентам, забываем, что это все распространяется на весь мир. Как-то внутренне себя ощущаем, как будто мы сидим внутри одной комнаты и разговариваем с этим человеком, не задумываясь о том, как это отразится в общем целом. Не только на нас, вот двух оппонентах, но и в целом по республике. Люди как бы оценивают, кто о чем говорит, как говорит, и создают вот общий образ якутского народа, русского народа, в целом основные характеристики. Вот сейчас это очень, как бы общемировая практика, можно сказать, да, это уже общеизвестные факты. А мы подошли к тому, что вот 14 февраля пройдет мероприятие. Это, по-моему, первое, да, такое мероприятие, посвященное народной дипломатии. Вот, можете об этом мероприятии рассказать? Да, если совсем чуть-чуть коснуться истории, то вот несколько лет тому назад мы более активно стали поддерживать проекты общественной или народной дипломатии. Проведено уже 3 СХ соотечественников в Европе, которые очень хорошо объединили наших соотечественников, проживающих в разных странах, позволили понять, сколько людей в каких странах живет, какими заботами они живут, и что они хотели бы сделать для своей родной республики. Так ли их много людей, которые не хотели бы прерывать связь со своей родиной? Вот. Оказалось, что достаточно много. Причем они, в принципе, каждый по отдельности в своих странах проживания проводили различные мероприятия издавна. Лет 30, сколько они там живут, постоянно что-то они инициировали, это не секрет. И фрагментарно наше министерство постоянно помогало. Но не было цельной картины. Сейчас, когда мы смотрим на карту мира, мы понимаем, что практически в любой стране можно найти якутянина. Мы говорим якутянин, потому что мы не акцентируем на одной конкретной национальности, мы говорим о всех выходцах из республики. Соответственно, когда мы говорим, что скоро будет столетие республики, что у нас есть стратегия социально-экономического развития республики, то нам бы хотелось понять, а сколько наших соотечественников готово помочь привлечению тех же инвестиций или продвижению нашей культуры, традиций на мировом пространстве.
И сколько людей внутри республики занято общественными проектами народной дипломатии. Вот это нас немножко так заинтересовало, и поэтому мы, значит, выступили с инициативой провести, так называемый День народной дипломатии. Это как бы условное название пока, но вроде уже приживается. Людям понравилось, всем организаторам, всем участникам. И 14 февраля мы посмотрим все-таки, сколько общественных организаций у нас уже имеется по этому направлению, сколько самодеятельных коллективов, сколько так называемых активистов, энтузиастов. Люди иногда, даже один человек имеет хорошую идею, хороший проект, но не знает, куда обратиться, как этот проект продвинуть. Есть общественные организации, которые давно работают, лет 20, если не больше. Есть организации, которые только-только создаются. То есть у всех разный уровень подготовленности. И нам хотелось бы всех собрать вместе, посмотреть масштабы этого движения, посмотреть на качество, на уровень каждого коллектива или каждой организации, понять, чем мы можем быть полезны друг другу, и чем может наше министерство помочь, другие министерства, потому что там же тренды разные. Кто-то по IT-технологиям хочет поработать, кого-то культурная часть интересует и так далее. Поэтому я думаю, что будет интересное мероприятие. Мы разбили его на несколько частей. Это значит проектная сессия, где желающие могут представить свои проекты, свои организации. Выставочная часть небольшая совсем, где действующие организации покажут на стендах или в виде своих изделий, что они могут показать за рубежом или для гостей здесь. Проведем небольшой круглый стол или даже, можно так сказать, небольшой образовательный семинар для представителей общественной дипломатии. Что надо иметь в виду, выезжая в ту или иную страну? Потому что наши народные дипломатии, проводя мероприятия в других странах, они все во многих случаях встречаются также представителями посольств, генеральных консульств Российской Федерации, представителями властей иностранных государств, то есть они должны знать азы государственного протокола даже. Протокольного этикета, как себя вести, как разговаривать и как мероприятие проводить. Если мы говорим об ИСЭХе, то по каким канонам его проводить тоже. Пока общего мнения нет, каждый по своему усмотрению вроде как проводит, АЛГИС, установка СРГ и так далее. Все это надо как-то привести в единое русло и помочь всем. Посмотреть, как бы небольшой смотр, мы так скажем, проведем. И я очень надеюсь, что это поможет всем нам, всем общественникам, которые занимаются народной дипломатией, правительству республики, организовать хорошее взаимодействие и создать все-таки хорошую, настоящую мировую сеть соотечественников наших, проживающих во многих-многих странах мира. И ваша идея, Савина Николаевна, проведение Всемирного конгресса Якутян в 2022 году, мы к этому должны заранее подготовиться. И всех людей, которые будут задействованы в этом деле, тоже подготовить. Да, полностью согласна о том, что мы должны обсудить все возможные варианты. У каждого человека свое видение. Да. Есть люди с очень хорошими идеями, что может войти, допустим, в ту же повестку Всемирного конгресса якутян, да? Да. Эта тема вообще народной дипломатии, она очень тесно связана, получается, с имиджем республики. Абсолютно точно. Да, насколько я знаю, сейчас усилилась работа именно по этому направлению. Создается даже единая стратегия развития имиджевой политики. Да, у нас, конечно, мы курируем Совет по имиджевой политике при главе, и поэтому очень важное значение имеет именно движение народной дипломатии в этом аспекте. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Надеюсь, что мероприятие пройдет успешно. И обращаемся к нашим радиослушателям. Если вас интересует народная дипломатия, то вы можете подойти на данное мероприятие 14 февраля в Дом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского и рассказать о своих проектах, о своем видении того, каким образом же можно продвигать нашу республику на международной, межрегиональной арене.